В Сосногорске определили народные проекты, которые могут быть реализованы в рамках республиканской программы «Народный бюджет» в следующем году. Всего на рассмотрение комиссии было вынесено 38 инициатив, предложенных жителями Сосногорского района. Люди уже знают, чего хотят, знают, как это делается, как собрать нужный пакет документов, по каким критериям надо сделать акценты. Поэтому, в принципе, проектов в этом году не так много, но они все довольно-таки, конечно же, необходимые и проработанные максимально. Все предложенные проекты ранее были озвучены жителями Сосногорского района на собраниях. В этом году по всему муниципалитету их прошло 15, включая сельские населенные пункты, а также Вайбош и Нижний Одес. В собраниях приняло участие около 500 человек. Жители активно принимали участие в собраниях. Хочется отметить также жителей сельских населенных пунктов, в частности поселок Верхнеижемский. Жители предложили там 4 народных проекта по разным направлениям. Активно выступали на собраниях, и сейчас инициаторы проектов занимаются подготовкой документов, также очень активно собирают подписи, привлекают своих соседей, знакомых, друзей к этой работе. Поэтому очень надеемся, что все наши проекты пройдут достойный отбор. Проекты были предложены по 9 направлениям. Сосногорцы голосовали не только на встречах, но и в интернете. Всего опросы собрали более 13 тысяч голосов. Я, конечно, больше переживал за тот проект, который мы предложили там от Боевого братства, это Аллея Славы, да? Это Аллея Славы, которая будет находиться на кладбище Гайдара, где отведены места под захоронение наших ребят, которые погибли в зоне СВО. Соответственно, люди пролили кровь за нашу родину. И, соответственно, конечно, вот эти места, они должны немножко отличаться, да, чтобы понимали, что там. Члены бюджетной комиссии единогласно поддержали все инициативы жителей Сосногорского района. Теперь судьба проектов будет решаться в Сыктывкаре. Предложения поступили от неравнодушных граждан, которые за это переживают. И выбрать из этих 38 проектов что-то там конкретно нужное, мы решили не ставить такую задачу и отправить все 38 проектов, потому что по баллам они, в принципе, все там в районе 90 с чем-то процентов, да, так что, соответственно, голосование жителей прошло очень активно, и они сами выбрали эти все 38 проектов. Понравилось, что все 8 проектов в образовании, так как я все-таки работаю в образовании, мы их отправили. Проекты хорошие, будем надеяться, что все они будут пройдены и утверждены Сыктывкаром. И, естественно, сельская местность. Очень радует то, что освещение, дороги. Люди должны жить в хороших условиях. До 25 ноября в администрации главы Республики Коми проведут отбор проектов, соответствующих критериям, и определят победителей. Лучшие инициативы будут реализованы в 2024 году. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Жители Коми в возрасте от 18 до 35 лет с июня по сентябрь смогут отправиться в поездки по 8 туристическим маршрутам родного края. Уникальная программа «Молодежное путешествие по Коми» разработана в рамках реализации Всероссийской программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых». Проект заключается в том, что мы привлекаем молодежь и вообще людей к туризму внутри республики. То есть в рамках этого проекта ребятам покажут какие-то классные туристические маршруты именно по нашей республике. Открывается он спуском по Печоре, не будет останавливаться на каких-то точках, знакомиться там с природой, с культурой мест, на которых они будут останавливаться. Также они посетят и закончат все это мероприятие определенным национальным праздником. Авторы проекта – сотрудники Комитета по молодежной политике Республики Коми и известный путешественник сыктывкарец Сергей Семяшкин. Для участия необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», подать заявку в соответствии с выбранным туристическим направлением и пройти конкурсный отбор. Учитываются баллы за участие в мероприятиях агентства «Росмолодежь», однако шанс есть и у тех, кто еще не участвовал в таких событиях. Если у кого-то появятся мысли, что я никогда не был на этом сайте, у меня 0 баллов, и, наверное, я никуда не пройду, и нет смысла вообще
в этом пробовать. Это абсолютно неверная позиция. Пробовать нужно в любом случае, даже новенькие. Сопровождать туристов и обеспечивать их безопасность будут опытные инструкторы из команды Сергея Семяшкина. Все расходы, связанные с программой, проживанием и питанием, берет на себя сторона-организатор. Участники оплатят себе только проезд к месту начала тура. Также нужно будет иметь снаряжение для участия в некоторых маршрутах. Первое путешествие «Сплав по Печоре» состоится уже 20 июня. Желающие еще могут отправить заявку на этот или другие маршруты. Все подробности в группе ВКонтакте «Молодежь муниципального района Сосногорск». QR-код на ваших экранах. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В городе начали работу детские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений. Там юные сосногорцы могут провести время с пользой и интересом, даже на каникулах получая знания и обучаясь новому. В мемориальном историко-краеведческом музее для ребят провели мастер-класс по живописи нефтью, который был посвящен солнцу русской поэзии. Мы отмечаем День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И данное мероприятие посвящено этому празднику. И для детей из спортивной школы мы проводим мастер-класс по живописи нефтью по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Мы рисуем и золотую рыбку, и белочку, и сказки, и кота ученого. В общем, создаем разные рисунки. Сначала ребятам предложили попробовать кисть на черновике. Затем выдали трафареты для раскрашивания с изображением Александра Пушкина и героев его произведений. Но мне тяжело рисовать, потому что она бывает растекается и приходится рисовать очень аккуратно. Когда нефть засохнет, будет как-то ярко все смотреться, и надо подумать сначала, темно или ярко надо сделать это. Нефтью мне пока рисовать нравится. Я думала, что нефть будет черная, оказывается, она не черная, а другим цветом. И еще она бывает другими какими-то цветами, это меня удивляет. Мастер-класс «Живопись нефтью» сотрудники музея проводят давно. Он неизменно пользуется популярностью у детей и взрослых. Для ребят из сосногорских оздоровительных лагерей работники музея приготовили еще много интересных мероприятий. В рамках муниципальной программы «Доброе, интересное и полезное лето» музей, наш краеведческий музей города Сосногорска, подготовил обширную программу для юных, любознательных жителей нашего города. Это и демонстрационные программы на различную тематику, это экскурсии по тематическим экспозициям и, конечно же, увлекательные мастер-классы. Различные мастер-классы в Сосногорском музее можно организовать по заявке. Оплата доступна в том числе Пушкинской картой. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Ученик школы номер 3 Ростислав Семенов стал победителем Всероссийского конкурса сочинений, который проводился Московским научно-образовательным центром педагогических проектов. Школьники со всей страны представили работы на тему «Мой любимый учитель». Ростислав под руководством преподавателя Олеси Пономаревой написал сочинение «Наша классная мама», которое посвятил своему классному руководителю Маиде Бабаевой. Мы с Олесей Ивановной начали работать вместе. Я начал писать сначала о Маиде Бабаевне, какой она сама классный руководитель. Потом мы начали уже создавать полный сюжет. Олеся Ивановна помогла мне обработать все. Ростислав – постоянный участник и победитель различных олимпиад и конкурсов для школьников по литературе и русскому языку. У него много увлечений от маловарения до животноводства, кулинарии. Классный руководитель во всем поддерживает мальчика. Тот, в свою очередь, помогает ей в работе. Это такой ребенок, от которого всегда есть отдача. Это вот один из самых лучших учеников моего класса. Любое дело, какое бы я ему ни дала, он всегда с ответственностью подойдет к этому делу и выполнит на ура. И я доверяю ему. Я всегда говорю, что Ростислав – это мои руки, и правая, и левая рука. В сочинении Ростислав рассказал о трагедии, которая случилась в его семье, и о том, как классный руководитель помогала ему справляться с горем. Маида Бабаевна самый лучший классный руководитель. Она всегда поддерживает в трудной ситуации, когда у меня не стало второго родителя. Она, конечно, подошла ко мне с правильной стороны и сказала, что все будет правильно, давай будем вместе справляться. Маида Ибриддиновна признается, что сочинение Ростислава растрогало ее до глубины души. Эмоции были колоссальные, вплоть до того, что я сидела и плакала.
Я перечитывала это сочинение несколько раз, читала «Вся моя семья». Ну, было очень трогательно, потому что я на самом деле за него переживала. Когда в жизни он потерял самого близкого человека, поддержка была с моей стороны. И я надеюсь, что эта поддержка моя помогла ему по жизни не отпустить руки. По словам Ростислава, победы во всероссийском конкурсе он не ожидал. Однако жюри присудило ему первое место в его возрастной категории. Это обрадовало школьника и вдохновило на новые свершения. А его классному руководителю дало еще один повод для гордости. Полина Бастракова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.